Это было в июле. Я и съездила на кастинг «Голоса», который провалился. Но это уже не важно, это уже история. Вот. И как бы оказалась в базе данных как раз таки «Красного квадрата», который... Ты почти как будто реклама «Красного квадрата» тут идет полностью. Ну просто все как бы завязано. Это одна и та же организация, которая работает и с «Голосом», и с классной сценой, хотела сказать, главной сценой. Вот. И я оказалась у них в базе данных. Ну, собственно, они мне позвонили и сказали, что вы можете приехать на кастинг и поучаствовать в отборочном туре. Была репетиция, мы приносили по 5-6 песен, ну, таких более-менее выигрышных своих, и оттуда уже выбирали музыкальные редактора, там были свои, ну, тоже вот от организации. Они, значит, говорили наиболее выигрышные номера, говорили их подготовить нормально. Вот. И это мы выносили на отборочный тур. А затем уже были какие-то определенные условия. То есть в четвертьфинале мы пели песни исключительно из кинофильмов. Ну, соответственно, там были какие-то списки, либо там кто-то что-то свое придумал. Но в «Полковнику никто не пишет» пришла в голову как-то так, абсолютно случайно песня это, на самом деле. Ну, там была другая какая-то песня у меня заготовлена. Но потом мы почему-то решили вот эту песню сделать. А на полуфинал тоже была определенная концепция, исключительно песни Александра Зацепина, да. И там был определенный список. Естественно, список я увидела очень поздно. Да, не самые первые, и самые такие клевые песни разобрали. Ну, в принципе, у него все клевые песни. Но такие более выигрышные разобрали, но оказалось, что никто не захотел брать песни про зайцев, и ну, все просто испугались, потому что как бы это... Но она очень хорошо получилась. Да, это все, конечно, благодаря аранжировщику, который тоже работает в «Красном квадрате». У них есть свой собственный эстрадный симфонический оркестр, Red Square называется. Ну, в принципе, «Красный квадрат» с переводом. Да? Вот. Константин, который работает там дирижером, он сделал эту аранжировку. Ну, в общем, все постарались. А так, не было ли стеснения? Нет, стеснения вообще не было, потому что, ну, как-то... Я не знаю, короче, не было стеснения. Вообще музыка изначально как бы дает толчок. Ну и, конечно же, участие в телепроекте — это всегда очень стресс и нервы, ну и как бы все составляющее. В принципе, я очень благодарна проекту Санэры, если вы, ну, вы все знаете, наверное, да, такой проект здесь был, потому что это была большая подготовка для дальнейшего пути, для дальнейших уже более масштабных проектов, которые, ну, федеральные. И действительно там, ну, очень много схожестей есть именно в организации, и как бы, то, что я уже все это знаю, мне было, ну, немного легче. Ну, был вопрос: Тамара Рихлясова, почему она плачет? Меня все спрашивают об этом. Ну, она очень эмоциональный человек сама по себе, действительно. И то, что, ну, как она выражается, да, что когда я вижу, говорит, тебя, ну, там, получается, они смотрят в телеэкран, и она видит меня, говорит, что мы с тобой вот недавно только чай пили, как бы. И тут ты уже стоишь на главной сцене, ты на таком крупном телепроекте. Ну, для меня это, конечно, немножко шок от того, что, как бы, действительно человек, который был среди нас, и теперь мы можем его лицезреть. Как бы, ну, это немножко... Слезы счастья. Да, слезы счастья, вот что-то такое. Ну, есть такое, что когда ты видишь человека, вроде вот, как бы, он тут вот ходит с тобой там, а потом в телеке. Если бы, да, я себя тоже ставила на это место, действительно, ну, как бы я реагировала на это? Я бы тоже так отреагировала абсолютно, потому что это, ну, это же просто человечность, это нормально. И на самом деле писали еще такое, что, ну, это на самом деле вообще полный бред, потому что как ей говорили, как ты представляешь Якутию, почему вот она плачет на федеральном канале, да, господи, что за кошмар вообще, это, ну, отвратительно, надо вот типа Саха, Кыргыттара, там такие все очень клевые и так далее, и они никому свои слезы не показывают, но это не так, уже все плачем. А вот то, что вы пели с Арбениной, это было отрепетировано? Это было отрепетировано за 20 минут до начала мотора, да. Ну, в любом случае, как бы, импровизация
хорошая импровизация, если это была, конечно, хорошая импровизация, она всегда должна быть подготовлена в любом случае. Естественно, просто Да. мне вот интересно, как ты эту песню знала уже, да? Конечно, мне эта песня очень нравится. Мне вообще армяне импонирует, на самом деле. Просто вот интересно даже вот очередность, да, кто за кем поет, такое ощущение, что вы прямо месяц там репетировали вообще. Ну, я работаю в караоке, поэтому мне это несложно строить голоса, это нормально, я за это деньги получаю. Очень обсуждаемая тема в соцсетях сейчас, именно вот полковнику никто не пишет, ну, именно вот это выступление. Да, кто мой полковник? Значит, как долго мы репетировали? У нас, ну, получается, я приехала с Питера, была запланирована одна репетиция вместе с оркестром. Мы эту песню, собственно, прогнали, я ее услышала, мне отправили потом запись оркестра, и вот как-то так я все это дело репетировала, это все было удаленно. То есть одна репетиция была с оркестром, все остальное время я слушала, а ее мне чуть ли не за неделю до эфира отправили вот эту вот. То есть там все очень быстро надо делать, все как бы сразу схватывать, и ну, времени как бы нет. Да, надо быть мобильным во всем этом. Вот. По поводу того, что я думала, когда пела эту песню. Значит, ну, на самом деле, вообще, по идее, это не должно было быть так истерично, просто меня захлестнуло очень сильно, потому что история такая, что я пою получается, от своего лица, я жена человека, который погиб на войне, и как бы, ну, не так стандартно, как обычно это все происходит, то есть она постепенно сходит с ума, у нее начинаются 3 ветви вообще ее сумасшествия, то есть она это все, естественно, переживает, ну, как и вдова, да, как переживает обычно это все, что мужа больше нет, что он больше никогда не зайдет в ее дверь, и что она его больше вообще никогда в жизни не увидит, она страдает от этого. Второе, что она просто в это не верит, что это не так, что он там все еще, но просто он не может ей отправить письмо, потому что, ну нет возможности, она до сих пор в это верит, что все-таки он когда-нибудь вернется. Да, и третье, просто она его прокляла, потому что, ну как он так посмел? Это просто как бы чисто женские загоны там. Когда Ваенга сказала, типа, поете ли вы, ну, как бы, что-то якутское, да, это была импровизация, в смысле, я вот очень, кстати, неожиданно было, что там какой-то якулыгак возник, это, в смысле, ты еще поешь на якутский манер, что ли? Я когда уехала из Якутска в Питер, я поняла, что это круто, что это нужно уметь делать, потому что там, в центре, люди все на это смотрят просто вот так вот, рты открыв, да, потому что как ты это делаешь вообще, меня постоянно спрашивают. Ну, я, конечно, не так прям, чтобы я вот супер-мега круто владею вот этим искусством, но я, по крайней мере, стараюсь что-то делать, вот. Как это... В синтезе. Да, в синтезе. Это я, ну, то есть, не блюжу конкретные такие там традиции, правила, как это все нужно делать, я все равно как-то это в современном виде преподношу. То есть это может быть, допустим, какая-нибудь современная американская песня и плюс какой-то там кусочек лыгаха, да, то есть, ну как-то, это кроссовер, в общем. Почему мне пришло это в голову, да? Меня никто не предупредил, что так будет. Ну, потом я уже посмотрела другие выпуски, и она очень часто спрашивала у всех, кто, допустим, да, кто не русский, и, ну, будем говорить только. Да, она спрашивала, у кого что, как. Вот. И, значит, у меня было 3 секунды на то, чтобы просто понять, что делать. И я поняла, что на самом деле... Уля здесь, да? Нету ее. Я просто хотела сказать, что мне в голову тогда пришла песня, кстати, ее как раз-таки. Это единственный тот момент, когда я слова более-менее знала вот этой песни. Но я просто поняла, что как бы там же нужно было показать какой-то исключительно местный колорит, поэтому, а в этой песне, ну, единственное, что только язык, а мелодия, она такая более современная. Поэтому, ну, пришлось что-то сварганить вот такое вот. Ну, в общем, что вышло. Я живу в Петербурге, и постоянно мне приходится ездить в Москву. Как раз-таки вот когда я должна была приехать в Кремль 21 числа, я, значит, ну, работаю в караоке, получается, у меня в субботу была смена, я вернулась домой в 6 часов утра, у меня был куплен билет на поезд в 1:40. Ну, это небольшое отступление, просто как раз про опоздание. Я его, собственно, проспала.
Затем купила билет на 5 часов и попала в пробку на самолет. В итоге я приехала в 5 часов в аэропорт, мой самолет уже улетел, мне пришлось купить новый билет. Я сидела 4 часа в аэропорту, просто вообще не понимаю, как так в один день 2 раза просто вообще не знаю, как это назвать. Вот, ну, в итоге я в час ночи была в Москве. Так что все хорошо. Я успела в Кремль.